Всем привет, ребята! Ну что, осень, золотая пора, деревья. Ребят, красота, погода сегодня очень классная, солнышко, тепло прям как-то стало по-свойски. Я у мангала, ребята, сегодня буду готовить вкусняшку. Нарубил уже печеночки, лучка, и сейчас на сковородочке приготовим вкусную закуску, вкусный ужин и посидим на улице. Неспроста, ребята. Наверное, уже вошел в традицию, что каждую осень приезжает Серега с Кирова. Недалеко как раз граница с Кировской областью. Мы граничим, Республика Коми с Кировской областью. И Серега уже, наверное, третий сезон, ребята, приезжает ко мне. И мы в тайге балдеем 3-4 дня. Была уже разведка по Налиму. Воды нету, ребята. Но, в общем, все равно решили мы выдвигаться. Сегодня Серега, в общем, приехал пораньше. Сегодня занимались делами, целый день были в деревне, купили продуктов, приготовили снасти, ездили уже на речку, накачали у Сереги лодку, мотор поставили на ход. Короче, все готово. Короче, вот этот бандит, Сергей Витальевич, собственной персоной, посещает снова, короче, меня, ребята. Привет, привет. Ну вот, что у нас балдеж, вечерок, банька. В общем, как-то так, целый день ничего не делали, ну, я имею в виду, ничего не показывал. А вот на самом деле делов очень много сделали. И все готово, ребята, к завтрашнему. Печеночки сейчас со сметаночкой Серега сделали. Хотели шашлыки, ребят, сделать. Так, под вечер. Ну, что-то надо вечер. Вечер такой шикарный. Без дождя, солнышко. Думали мяска пожарить. Потом что-то уже хотели что-то аж до плова добраться. Короче, решили сделать все по-простому. 5 минут, 5 секунд и печеночку. Не знаю, на любителя, конечно, но лично я и Серега уважают такие дела. Немножко заморожено, он как раз рубаю. О, сейчас нажарим, братцы. Ну а пока, ребята, печеночка рубается на ход ноги. Алена Сергеевна кабачков напекла. Свеколка, ребята, с чесночком, с майонезом. Все, что доктор прописал. Так, еще надо нарезать, да, Серый? Вилочки. Ну, в общем, давай, друг мой. За приезд. Давай. Решили сегодня запалить мангальчик. На мангальчике с дымком. Серый повкуснее, согласись, чем на газу. Все, что на природе, в разы вкуснее. Да, конечно, конечно. Сегодня такая погода, ребят, смотрите, в деревне просто. Сейчас ходили до магазина сельского. Это потому, что Серега приехал. Да, листва такая. Прям уже все осыпается, ребят. Ну все, в общем, что я тут нарубал. Сейчас быстренько зажаримся. Лучок. Печерочку. Красота будет. Что, полетели? Лучка немножко поджарили. О, печурочка, печеночка. Красота, ребята. В общем, перевернулся не весь шмурдяк. Уже достаем печку. Будем брать уже на выход печку первый раз. Ну все, ночь холодная, ребят. У нас были заморозки уже до 0. Немножко червей там сегодня собрали с Серегой. Перебрал все закидушки, доночки перебрал, ребята. Все, приготовили топливо. Почистили там пару сеток. Поставим в озеро там, если заплывем, конечно, на живца и, ну и так на подножный корм. Потому что разведка показала, что Налим, ребята, особо не шевелится. Свеженькой рыбки охота покушать. Ну, в общем, здесь все готово, ребят. Завтра здесь все будем доставать. Пока все вот так в таком режиме. Я все тут раскидал. Что кверху, поближе к выходу. Печеночку, ребята, готовим просто. Много лука. Луком не испортишь. Обязательно подсолим.
Вот так вот. И перчика еще добавим. Ну, в основном самый ингредиент, ребята, это сметанка. Кстати, смотри, сметанка ваша. Вятушка. Да. Все, ребята, самое главное, это сметана делает все из печенки, самое вкусное. Короче, нажарили целую сковородку без гарнира. Будем, как говорится, икру кушать без масла и без хлеба. Убрали, ребят, урожай, кстати. Картошка в этом году неплохая. Вот, уже на завтра приготовили морковку. Возьмем картошку, лук свой. Ну, по осени хорошо, конечно. Все свое везем в тайгу, как бы, и картошка, второй хлеб. Будем жарить там, варить, отваривать. В общем, купили хлеб, конечно, там самое необходимое. Там, ну, колбаски там, естественно, на зуб. А так, все свое. Кабачок возьмем, лучок, нормально. Новенькую, Серега, откроем. Изрядно поперчим. Вот это что, это букет перцев, да? О, хорошо. Сейчас она еще в сметанке побурлит. И будет великолепно. Полную баночку. Опа. Прям с банкой, короче. Ну да. Полную банку прям с банкой, короче. Вот так вот. Отлично. О, ребята, красота. Очень уважаю такую штуку. В принципе, сейчас 5 минут и все готово. Все, Виталич, готово? Оба! Степа! Красота! Лепота! Ну вот, друзья, что? Вот вечер. Сегодня что-то промаялись, да, Серый? Все нормально, все. Время быстро пролетело. Но я говорю, ребят, что сгоняли, говорю, вот уже приготовили у Серегину лодку. Кстати, он, зараза, взял мотор новый. В прошлом году лодку новый взял, в этом году взял мотор. Ну, не успел забрать, да? Не успел забрать. То, что его доставка задержалась. Да, и как бы, наверное, с одной стороны и хорошо, все равно мотор надо обкатать, а тут подъемы, блин. Мне кажется, лучше потом он, Серега, спокойно у себя дома обкатает. Не знаю, в этом году. Ну, я думаю, что в этом году еще. Да, еще как бы вот. Он и старую лодку взял, короче. В общем, как-то так. Ну, все уже готово, ребят. Баркасы готовы, заправили. Завтра просто подлетаем, с утра грузимся и вперед. Подъем будет опять тяжелый. Ну, посмотрим. Вода за это время она не прибыла, она еще и упала. Сейчас были на понтоне, как бы на мосту. Местные рыбачки говорят, Андрюха еще упала. Это вообще жесть. В общем, чем богаты, тем и рады. Кабачки в этом году они вот здесь. Ну, короче, сделали горячие, ребят, себе. Посидим сейчас с Серегой, пообщаемся. Ну, что, поговорим туда-сюда, что. Серега кучу подарков опять привез. Вон, ребят, потом сделаем распаковочку, обзорчик. Ну, естественно, Сереге, конечно, я тоже приготовил подарок. Это у нас как бы этот уже заведено, как бы. Просто. Серега смотрел, что у меня плитка. Свой между собойчик. Да. Серега смотрел, что у меня плитка уже, ребят, заживает. Видели, она уже у меня вся сгнила. Но она у меня с переходником под 5-литровый бак. Не просто вот на этих маленьких.
Кстати, многие писали: Андрюха, как ты переделал? Это, не, ребят, не переделано, это покупная. Она Это заводское изготовление. И Серега, в общем, взял. Сейчас как раз сделаем обзорчики. Кто-то спрашивал, я знаю, многие писали. Вот как раз посмотрите. Бюджетный, в общем, вариант, не особо дорогая, как бы. С переходником именно на большой бак, баллон. На большой баллон. Вот мы завтра, кстати, будем брать с собой. Потому что будем готовить, будем балдеть в лесу. Холодно, голодно, надо готовить. Будем готовить. И чтобы эти маленькие не использовать, помимо костра вот будет у нас помогающий 5-литровый. Все заряжено, вроде все классно. Да, и завтра еще увидите плитку Гефест. Маленькая. Короче, все в плитках будем завтра, да? Ну, я взял маленькую плитку Гефест. И, как говорится, бюджетная. Там что-то она, по-моему, стоит 900 рублей или что ли. Но газ можно экономить, во-первых, там капитально. Понял. Ну все, давай, друг мой. Ну и же, как говорится, горит хорошо. Давай. За тебя? И за тебя. Давай. За хорошими разговорами, ребята, и уже и потемнело. Время всего лишь 6:30, а уже все. На улице, ребята. Ночь. Ночь, свет выключили. Вот и в тайге также, ребята, даже намного раньше там будет темнеть. Ну, потому что здесь все-таки поселок, а там в лесу намного темнее. Балдеем, ребята. Алена Сергеевна картошечку вынесла, нам еще сидим. Хочу показать Серегины подарки. Привез Сереге подарки. И также вручить Сереге подарок. У меня есть уже Сереге подарок. Это обязательно сделаем сегодня. Потому что, ну, так получилось, что сегодня мы немножко застолье у нас небольшое. Да, друзья, все. И, блин, туча какая-то идет. Туча, блин, вроде как дождевая, наверное, будет. Кстати, по прогнозу, как обещала, там будет у нас каждый день дождь. Каждый день дождь будет. Где-то там что-то там, ну, плюс-минус, короче, будет крополить. Да, понятное дело, то, что, ну, конечно, желательно без дождя, но будем надеяться, что как бы обойдет нас как-то. У природы нет плохой погоды. Да, верно. Ну, будем на палатке, все-таки печка, как бы, ну, если даже где-то промокнем, где-то будем работать, там где-то там будем, где-то на лодке или еще что-то где-то. Ну, высушиться там, высушимся, как бы, ну, будет тепло все равно ночью. Ночью все равно разденемся, ляжем в теплую постелечку. Да, теплая спальничка. Да, теплые спальнички у нас, печурка будет топиться, как бы, ну, в любом случае будет нормально. Насчет этого-то мы точно не переживаем. В общем, ребят, давайте немножко этот обзорчика сделаю. Серию привез вот плиточку, и вот, именно ее я хочу показать. Прошу прощения, что как-то вот в такой обстановке, но мы же люди как бы простые, правильно? Вот, кстати, спрашивали: Андрюха, что за у тебя горелка, плитка и так далее и тому подобное. Вот, ребят, кстати, новая плитка, вот только распаковываем. Чингисхан. Это не реклама, но многие спрашивают, как ты переделал именно на большой баллон. Ничего не надо, да, Серый, переделывать? Да. Все уже сделано. Все уже сделано. Заводом-производителем. Вот, ребята, получается документы. Ну, естественно, там как бы плюс-минус. В общем, вот, самое-то основное, ребят, что я хочу показать. Но она ничем не отличается. Опять же, черная. Я люблю, я знаю, что есть синие, белые. Черная как-то не более маркая. Переворачиваем ступень. Вот уже сразу идет подставка под плиту и так далее. Ну, я имею в виду под сковородочку. Вот, ребята, вот этот редуктор. Вот, видите, крышку закрываем. Вот здесь уже переходник под шланг. В некоторых этого нету. Он идет просто вот без этого редуктора. Сам редуктор, вот это основная тема, наверное, этой плиты. Больше тут ничего не нужно. Вот, и сюда мы шланг. В данный момент у меня, ребята, идет по резьбе, вкручивается шланг. Я уже все это сделал. И у меня, в общем, а здесь просто шланг можно натянуть, получается, сюда и повесить хомуток, затянуть. Возможно, это не всегда будет удобно, но, опять же, Серый, дай, пожалуйста, баллон. Проверим ее. Проверим ее на маленьком баллоне. То бишь она у нас же получается как и универсальная. Вот, включаем баллон. Все, газ пошел. Автоподжиг. И также мы можем уменьшить газ. Все, ребята, все работает. Газ пошел. Все. Шикарно, Серый, работает.
Все, ребята, как бы, опять же, стегиваем. Вот. Ну, самое главное здесь, да, вот это, конечно, Серега в этот момент учел. Спасибо, родной. Она, правда, без кейса, ребята, смотрите. Моя уже идет в кейсе, как бы в таком чемодане пластмассовом, чтобы ее перевозить как-то. Ну, здесь коробка. Здесь коробка, да. Ну, мы что-нибудь придумаем по-любому. Или на крайняк будем брать от той плитки. Мне кажется, они все стандартные, как бы, ну, ничем там меньше, больше там не будет по-любому. В общем, вот, ребята, Серега, короче, обновил мою тему. Я уже тоже думал, блин, надо, говорю, менять, потому что, не знаю, кто видел мою плитку, там, ребята, она уже вся такая еле живая. Завтра, кстати, я ее покажу. Так, Серый, от души, спасибо, брат, огромное. Пользуйся. Спасибо, братик. Это реально, блин, для меня, блин, ну, не знаю, готовим очень много, любим готовить. Тем более с переходником, блин, ребят, ну это круто, это круто. В общем, вот, кто спрашивал, ребята, вот, смотрите, все как бы вот, не надо никуда там придумывать, искать. Это есть, продается, и как бы вот, пожалуйста. И это независимо, Серый, согласись, как бы 5-литровый, ты также большой баллон можешь поставить. Да, можешь 12 литров, Да. 25, 50 литров. Конечно, конечно. И жить на избе, на зимовье, как бы и этот. Серый, продолжаем. Горелочку Серега подогнал. Блин, это же фирма, да? Да. Тоже Чингисхан. Спасибо, Серый, блин. Ну, реально, почему-то у меня летит именно пьезо. Щелк, 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 все классно, щелк, щелк. И все, и потом просто не щелкает. Но они, конечно, работают, когда идешь напор газа, даешь, как бы зажигалочку поднес, пошла жара. Но просто пьезо как будто слабовато, не знаю. У меня уже сколько этих горелок, блин, полетело. Какую-то сожгли, какую-то потерял, там где-то что-то еще. Это пьезо замкнуло там. Что-то еще. Вот этот язычок ломался. Здесь болт открутился, когда-то, помню, было. Это вообще выпало, блин. Короче, такого же, ребята, Макара. Тоже Чингисхан, как бы. Что, откроем, посмотрим? Давай откроем, посмотрим. Тут же где-то по-любому где-то есть, как открыть лучше. Серый, не знаешь? Просто края обрезал и все. Ну, типа того. Ну, такая. Серый, да, баллончик? Проведаем. Ну, они, в принципе, одного Макара, ребят, видели, да, наверное, сами. Все то же самое, вкручиваться. Где-то я видел, даже такая ручка пластмассовая есть. Ох ты. Угу. Ништяк. Кстати, вот это серого баллона, он заправляет их сам, да, Серый? Да. Вот, ребята, еще одно решение. Есть редуктор, точнее переходничок. Вот там пропан. Простой пропан, Серый не выкидывает баллоны и заправляет их сами. Кстати, тоже хочу это все приобрести. Ну, просто реально накачал себе, да, вдоволь. И все. Все шикарно работает, ребята. Отлично, Серый. Спасибо, брат. Короче, Серега мне на осень подбагрил. Ну и Серый там какую-то еще пилу, короче, придогнал. У меня, кстати, помните, ребята, следопыта была такая штука. Я там парням отдал. Они там застряли на УАЗике, дорогу протаскивали. И без пилы, без ничего, там, смотрю, там ножом что-то ветки рубят. Я говорю, на, ребята, я мимо прохожу, пилу им отдал, короче, им, говорю, подарок. Вот такая садовая. Опа. Вот такая штука, ребята. Реально можно покосить много чего. Крутые вещи. Для походника вообще вот так. Да и в рюкзачке, знаете, так бывает. Опа, нужно. Вот на сплаве идешь, как бы, зачем заводить там штиль какой-то, да, Серега? Достал, ветку пропилил, там убрал. Все, плывешь дальше. Ну, в рюкзачке почему бы нет? Круто. Тут, кстати, можно подвесить такую же веревочку на руку, там еще что-то. А так вот так фиксируется. Раз, и все. Все жестко уже. Ну и такой клинок, я скажу, тоже сантиметров 25, наверное, блин.
Можно разогнаться ей. Да, кстати, пилит, ребят, круто. Я уже, ну, пилил такими пилами. Вроде как будто, знаете, так смешно выглядит, а пилит, я скажу, вообще. Тем более сырое дерево вообще на раз пилит. Убрал, сложил. Ну, она вот, в принципе, как бы, ну, не какая-то там туристическая, она вот садовая пила, так и называется. Ну, а чем она отличается, садовая, туристическая? Ну да, ничем. Просто только, Что ее создал, что ее только названием, наверное, да. Так что вот, ребят, серый подарочек замутил. Спасибо, братик, от души. Как обычно, Серега. А, самое главное, это что не показал, ребят. Серега приехал не с простыми руками еще вот. Это наша первая встреча. Серега приезжал не один, а приезжал с человеком. Он, кстати, есть на канале. И вот он сделал 2 самоделочки. Сам делает ножи, да, Серега? Мне и Ларисе Юрьевне, в общем, ребят, вот такой клиночек. Вот я сегодня ими готовил, кстати. Я ножи очень люблю. И эта вот самоделочка, ребята, блин, ну, гораздо, наверное, дороже, чем какой-то там хороший заводской нож. Ничего не могу сказать. Сталь. Серега, может, ты что-то сам скажешь? Не помнишь, Мне передали этот ножик и сказали вручить Ларисе Юрьевне и Андрею. Ну, рукоятку ты точно знаешь, что это из этого. Рукоятка сделана из сювеля. Сювеля, да? Ну, сталь, ребята, блин, ну круто, что я не знаю. Правда, без ножен. Ножны сделаем, без проблем. Блин, будет, конечно, в коллекции моей. Вот такой, ребят, самодельный нож. Блин, и такие вещи я вообще уважаю. Очень, очень круто. Сами знаете, я маньяк по ножам. Блин, это моя болезнь в последнее время вообще. Я не знаю, люблю очень. Люблю больше трогать. Жалко где-то что-то там порубить им, блин. Просто, чтобы... Коллекция у меня уже, ребят, очень большая на самом деле. Но я тоже очень много дарю ножей. Очень много дарю ножей. Вот Андрюха с Питера приезжал, там многие писали, а что нож не подарил? Я подарил, ребята, ему нож. Просто без камеры. Как бы не показывал это, ну, просто человеку подарил. И, кстати, сегодня, Серега, я тебе сделал подарок именно ножа. Сейчас мы это все увидим. Он просто новый, а он еще запечатанный, так что тебе тоже там подарочек от меня. Ну, сам знаешь, это же нож, это память. Это горелка, да, может быть, это вот, допустим, там вылетит это, как мы говорили, это там сломается, как бы, ну, выбросил, как бы. А нож, когда человек берет в руки, что-то будет нарезать, я всегда буду вспоминать этого человека. Любую колбаску там или там ветку постругать. Один там на охоте, на рыбалке. И всегда будешь вспоминать, ага, сейчас в руках держу того человека. Нож, который мне подарил. Не только заводской, тем более он еще его и сделал сам лично. Это очень, конечно, достойно. Это очень достойно. Ну, а за подарочки, ребят, грех не выпить. Мы сегодня так, лайтово. Ну, конечно, без хулиганства, там, без всякого этого, потихонечку, помаленечку, как бы, ну, потому что завтра ранний подъем, тяжелая дорога. Ну, уже хорошо, что Серега доехал, уже все нормально, все, мы уже поставили лодку и как бы уже, ну, немножко себя разгрузили. Мы сегодня можем себе позволить, на самом деле. Да и что, когда не каждый день, как бы, Серега, сидим, вот раз в сезон, получается, зимой и летом. Ну, как бы Два раза. Да, осенью и весной. Ну, правда, через Новый год, согласись. Ну, то бишь ты осенью, считай, приехал, допустим, в 22-м. Ну, А приезжаешь весной уже, 23. в 23-м. Ну, то бишь, как будто бы сезон одинаковый, но уже через год. Тут уже и с днем рождения, и Так с Новым годом. это, знаешь, получается, ты 31 декабря поел салат, а на следующий день они у тебя прошлогодние. Ну да. Это точно, да. Ну да, типа того. Ладно, брат, давай, спасибо. Спасибо, уважил. Достойные подарки, реально, ну, в тему, которые они мне пригодятся, и реально я буду их использовать 100%. Это спасибо. Ну, за общее, прям за общее. Спасибо, Серега. В душе. Ну, я тем не менее, ребята, хочу продолжить это дело подарков. Многие знают, что я пользуюсь ножами от Рысберга. Блин, ребята молодцы. В общем, недавно пришел такой пакетик. Серый, подарок тебе. Сейчас вот. Я его, конечно, скрывал. Базара ноль. Я скрывал, я посмотрел. Потому что сам знаешь, как что работает. Вот пакет, ребята. Вот, ну, как бы вот у ребят от мастерской кузни.
В общем, ну, также все запечатано, естественно. Но, ребята, есть мастерская русберговская, есть, соответственно, ихняя продукция, ну, от ихней продукции есть европейская, ну, европейская получается. Те же ножи, допустим, вот это Ганза, американские, Ну, да, они также их продают, как бы, и в общем, сегодня у нас такая выкидушка тебе получается. Вот она пришла в коробочке. Это Ганза. Многие знают эту штуку. Опа! Ну, естественно, эти таблетки. В общем, вот. Ну, есть паспорт, все документы, как бы. В общем, ребят, такой складничок. В таком, братик, исполнении, смотри. Ну. Что под японца сделано? Да. Что-то, короче, что-то интересно. Вот такая выкидуха здесь складывается. Вот так. Да, и здесь такое исполнение, но я не знаю, с чего это сделано, конечно. Вот паутина, пауки. В красной рукоятке было синей и в красной. В общем, думал, взял в красный, короче. Прикольно, как бы, ну, острие такое, ну, не знаю, специально такое так сделано. Я говорю, под Японию сделано, под японцев. Да. В общем, ну, вот как-то так, ребята. Кстати, не очень дорогие. И, ну, Ганза, ребята, я не знаю, многие знают, кто ножами увлекается. Ганза очень хороший, вообще хорошие, в принципе, ножи. Сталь у нас, ребята, вон здесь даже есть. Q626 440. Не знаю, нержавейка, но, скорее всего, нет, но... Не знаю. Да пускай просто в кармане, Серега, вот так, знаешь. Закинул там. По грибочке туда-сюда. Вот такую выкидуху, ребят, хочу серому подарить. Осталось штук 50, наверное, синие и красные. Стоит не очень дорого. И опять же, по году дрюня, ребят, 10% скидочка на ножи у ребят. Помимо, говорю, вот основного ихней продукции, вот у них еще есть всякого вот такого разного. Так что, Серый, держи, братик. Тебе отдаю в руки. Будешь вспоминать по грибочке, по все эти дела. Ну, будет у тебя фирма какая-нибудь. Есть ручная работа, есть фирмачи, которые знают многие уже люди. И пускай у тебя тоже игрушка такая валяется. Положишь в бардачок, в сумочку, вообще куда-нибудь в оконцове. Вот, все есть, все документы есть. Ну, то бишь, как бы, ну... Ну, так, давай разбираться. Вот. Нагнул туда, нажал. Да. А это вот пальцем. Кстати, одной рукой можно взвести, понял, нож. Вот. Да, туда. Это без очков-то не это. Нет. В бок, Серега, нажимать надо. В бок. Вниз давлю. Да, вниз, в бок нажми. В ту сторону, в ту. Во. И одним пальцем попробуй взвести его. Жестче. Во. Ну все. Все. Ну разберешься, в общем. Пожалуйста. Благодарствую. Все, выбирайте. Ну все. В общем, ребята, как и сказал, штук 50 осталось. Синий и красный, в общем, залетайте. 10% по промокоду забирайте. Недорогие ножики, ну, качественные, базара ноль, естественно. Потому что фирма делает вещи, как говорится. Доброе утро, ребята. Как же хорошо в деревню выйти на улицу и умыться холодной водой. На улице 9 градусов. Ну, в принципе, нормально. 6 утра, слышно моторы. Сейчас пошла мода, ребята, вот эти мотоблоки.
в деревнях. Ну, не тема такая незаменимая. Огороды, что-то по деревьям, ну, по делам. И сейчас смотрю, многие стали ездить на рыбалку на нем за грибами. И вот слышно, мотоблоки идут в лес. У нас грибы, ребят, растут. Слышите, если слушать на камеру, то звуки моторов. Именно в ту сторону, это по-любому за грибами. В общем, 6 утра, ребята, завтракаем, собираемся и вперед на воду. Тяжелый подъем, по-любому тяжелый, так что как-то надо постараться дойти без происшествий. Все, в общем, ребят, увидимся на воде. Ну, в общем, ребята, вот как-то так. Разница, конечно, колоссальная, да? Смотрите, и по баллонам, и по длине, по ширине. Да. Ну, в общем, стаскиваю, ребят, вещи потихоньку. Вот замучаемся мы идти, наверное. Ужас. Не знаю, лишь бы Серега за мной полз. И без проблем как бы было все. Ну что, начнем? Давай ГСМ тогда. ГСМ и газ. Сюда уберу. Под этот. Да, я туда кинул. Все, ребята, загрузились. У меня полная лодка, ну, самая тяжелая. Серегу так полегче. Самое тяжелое у меня, короче. С Богом. Погнали, прощаемся с поселком. На дня 3-4 уходим в тайгу, поживем, попробуем порыбалить на лима. Лодка полная, ребята, жесть. Все, с Богом.
Вода еще сильнее упала. Короче, начинаем протяжку. Серега там вообще врухнулся. Я говорю, глиссером, Серый, только глиссером. Надо пролетать, иначе не пройдешь. Большое течение, ребята, здесь надо, прям какое-то мастерство небольшое. Где-то на водометный режим, где-то хопа выскочил, сразу протащил. Где-то мотор опять убавил, положил, короче, вот так. Потому что течение, пока будешь слазить с лодки, тебя опять на перекат утащит. Где-то вдоль бережка, короче, вот так. Тут надо бегать, ребята. Все, ребята, добрались мы до заветной точки. Здесь уже я был, посмотрел, разведка была у меня, 2 сопливых я поймал. И сейчас подумались, там от поселка тоже мужичок налимятник ставит продольники. Пока, говорит, Андрюха молчит, налим. Поживем, увидим. У нас 3 ночи впереди. Будем отдыхать, рыбачить, пробовать. Серега относительно хочет спиннингом заниматься. Я говорю, окунь в яме стоит, говорю, джигой рыбачь. Ну а я своими доночками буду, ребят. Здесь же и поставим палатку, где и стояла, в красивом месте, с видом на реку. В общем, все, ребят, долетели. Перекаты немножко помучили нас, но мы дошли. Это хорошо.